И сегодня же Денис Проценко встретился со студентами Калмыцкого медицинского колледжа имени Тамары Хохлыновой. Открывая мероприятие, глава Республики Батухасиков назвал Проценко героической личностью, олицетворяющей борьбу с пандемией. Денис Николаевич – один из первых врачей, кто бросил вызов коронавирусу и развернул на базе своего медучреждения до 300 инфекционных коек. И сегодня в его лечебном учреждении находится уникальное оборудование по спасению тяжелобольных коронавирусом. Ультразвук легких – это та технология, которую мы, правда, внедрили. Мы провели, не просто внедрили, мы провели сравнительные исследования, сопоставив картинку, которую получаем на УЗИ с КТ-изменениями, нашли зоны корреляции. И это очень важно не только для, с моей точки зрения, не только для нашего опыта, это важно для трансляции опыта в те регионы, где в инфекционных стационарах нет, например, КТ. В ходе встречи будущие медики задавали вопросы известному врачу о его профессиональной деятельности. Также речь шла о системе здравоохранения, о методах лечения. Затронули и вопрос подготовки медицинских кадров. Батухасиков сообщил, что в ближайшее время на базе опорного вуза республики будет создана медицинская кафедра. Поднимите руки, пожалуйста, кто хотел бы продолжить обучение в высшем заведении. Ребят, ну вот примерно мне так сказали, что более 80%. И я считаю, что это здорово. И поэтому наша задача вам такие условия создать. Возникла идея создать медицинский факультет на базе нашего опорного вуза, которым мы очень гордимся, Калмыцкого государственного университета. Уже проделана работа, нас поддержал Минздрав федеральный. Вот сейчас мы в процессе получения лицензии. Я думаю, что когда нас поддерживают такие друзья, соратники, как Денис Николаевич, я думаю, что все получится. Денис Николаевич сказал в самом начале, мы на самом деле через 5-10 лет будем нуждаться в вашей помощи. Я не молодею. И когда-то я тоже буду болеть. Я хочу, чтобы вы, наше будущее, такие умные, красивые, с такими классными глазами, вот прям искрящимися, вы потом будете самыми специалистами, и вы нам окажете классную, хорошую, качественную медицинскую услугу. И, как стало известно, 5 лучших студентов Калмыцкого медицинского колледжа имени Тамары Хохлыновой пройдут практику в Московской городской клинической больнице. Своим профессиональным опытом со студентами поделятся ведущие специалисты медучреждения.